Мама сказала, что я начала петь, как только родилась. Вот когда я еще не говорила, но уже распевала там какие-то ноты. Потом в садике мама пришла на утренник и смотрела, что я более-менее что-то там по слуху понимаю. И решила меня отправить на вокал в 6 лет. Вот. Но тогда я еще не осознавала то, что это так классно, что это круто, и занималась просто потому, что отвели. А потом мне начало это очень сильно нравиться, и это как-то так завязалось, что я сама захотела учить все песни, хотела уже быстрее на занятия, такая: мама, когда уже скоро пойду? Вот. И мне это так понравилось, и я надеюсь, что моя жизнь будет связана именно с этим. Когда я жила в Гомеле, еще я пошла на кастинг. Я люблю все, что связано с творчеством, в том числе и вот работа телеведущей мне тоже очень понравилась. Было это так. Получается, в Гомеле проходил конкурс «Юная телезвезда». Но там было возрастное ограничение с 10 лет. Мне тогда было где-то 8. Но я решила попробовать. Пришла на этот тур, там было 20 человек в первом. Вот. Из 20 выбиралось 2. В том числе выбрали и меня. А я такая малая, еще там рассказывала стих своего сочинения про Винни-Пуха. Вот. Меня выбрали. Я, конечно же, очень обрадовалась. Были и последующие туры. И там тоже я прошла. Вот. Но, к сожалению, когда уже был последний тур, у меня был конкурс в Москве. Я туда поехала, победила. Вот. И потом вдруг звонят с телевидения и приглашают вначале не как ведущую, а как гостью. Я пришла. Там позадавали вопросы, я поотвечала. И они такие: Ксюша, а ты так хорошо разговариваешь, а может мы тебя в роли телеведущей попробуем? Я такая: ну, давайте. Вот. И в итоге первый раз, когда я была телеведущей, меня позвали. Конечно, было немного волнительно, но мой напарник сказал то, что: так, Ксюха, не беспокойся, все будет нормально. И действительно, все было очень классно, атмосфера была такая веселая, там могли несколько раз дублей переписывать из-за чего-то смеха, вот. Но мне очень понравилось. Почему мы переехали в Минск? Во-первых, думаю, потому что здесь больше возможностей, хотя все равно я очень люблю свой родной Гомель и всегда его вспоминаю, стараюсь как можно чаще сюда приезжать, ведь у меня там много и друзей, и знакомых. Вот, Гомель, я тебя люблю. У меня очень большая семья, у меня 2 брата, один старший, младший и старшая сестра. Вот. Конечно, это же самое мое главное, самая огромная моя поддержка. Они всегда за меня станут горой, всегда на всех конкурсах: Ксюша, давай! Вот. И вообще это очень здорово, когда у тебя такая большая семья. Вот. У меня, получается, старший брат Вова, учится на программиста. Вот. Сестра Маша, и, как я уже говорила, что она учится на учителя английского языка. И младший братик Арсюшка. Вот. С ними мы любим чаще всего играть в настольные игры. Это очень весело. В 2018 году еще объявили кастинг ведущих на детское Евровидение. Я решила пойти. Мы с сестрой около подъезда записали видеоролик, там надо было прислать в первом туре. И записали и забыли. И тут нам звонят и говорят, что я прошла. Я, конечно, обрадовалась. Мы приехали в Минск, там был кастинг сам, там было очень много и взрослых людей, и детей. Вот. И потом, после этого, нам позвонили с Белтелерадиокомпании и сказали то, что я буду объявлять баллы. Вот. И там отобрали, получается, нескольких детей, которые будут объявлять баллы от страны. Вот. И у меня это была Австралия, и это, конечно, был бесценный опыт. Это было очень классно, я подружилась с Джейл, которая представляла Австралию, и мне там очень понравилось.
У меня гимназия с лингвистическим уклоном, но я стараюсь как можно больше развиваться в этой сфере, там читаю книги, смотрю фильмы на английском, делаю упражнения. Еще с сестрой мы иногда разговариваем чисто на английском. Я очень люблю читать, и вначале как-то мне было равнодушно к этому. Сказали почитать. Я почитаю там 3 страницы. Но скажу так, что нет человека, который не любит читать. Просто значит, он еще не нашел свою книгу. Вот я ее нашла, к счастью. И меня это так затянуло в это чтение. Я поняла, какой типаж мне нравится, начала читать их. И действительно, это так классно. И самая моя любимая книга – это «Гарри Поттер», конечно же. Джоан Роулинг – это самая бомбическая книга. Вот. Ну и как раз я составила сейчас список книг, которые планирую прочитать. Там, к примеру, «Граф Монте-Кристо», там «Портрет Дориана Грея». Самое масштабное, наверное, такое событие за весь прошлый год, это был, конечно же, Славянский базар. Подготовка была с продюсерским центром «Спамаш», и я очень ему благодарна. Мы вместе добились этого отличного результата. И, конечно, когда уже был национальный отбор, я не так волновалась, но сам Славянский базар, это было очень волнительно, потому что я понимала, что я уже не просто как Ксения Галецкая, а как Ксения Галецкая Республика Беларусь, то, что я представляю свою страну и должна представить ее достойно. И я очень хотела победить, и это получилось. Битлз, конечно, это одна из самых популярных групп. Вот. И мне кажется, что эту песню даже писали как будто для меня, потому что она под мой характер вот прям подходит, она такая драйвовая. И когда на национальном отборе Славянского базара перед первым выступлением я немного волновалась, а перед этим, я не знаю, почему так произошло, но вот я знала, что эта песня вот прям получится классно, и я это сказала себе перед выступлением, и так, в принципе, и произошло. Ну, конечно, волнение есть, это как бы часть каждого конкурса, потому что я переживаю, как я выступлю за результат. Я пытаюсь себя успокоить, я просто говорю себе, что это мой номер, и я в нем королева. Мне посоветовали такую фразу, и она действительно помогает, и когда я выхожу на сцену, я уже, конечно, успокаиваюсь, вижу лица зрителей и уже начинаю петь. На национальном отборе мне очень понравилось, и я довольна своим результатом, потому что в этом году конкретно моя цель была это пройти финал национального отбора, чтобы влиться в всю эту атмосферу, посмотреть, как там все внутри. Ну, а время у меня еще есть, так что, возможно, потом я еще раз пойду и уже будем настраиваться на победу.
я участвовала на новой волне, на отборе, вот. Но, знаете, тут чуть-чуть, конечно, не хватило. Бывают такие конкурсы. Получается, я была уже в финале отбора, и там осталось всего 2 человека из где-то 30. Вот. Но выбрали не меня, но такие считаю, что неудачи маленькие, они должны быть всегда, чтобы ты стремился и стремился вперед. Конкурсы – это очень важно в жизни тех людей, которые хотят стать профессиональными певцами. Во-первых, потому что это опыт. Ты напеваешь свой репертуар, ты видишь, как развиваются другие конкурсанты. Второе, это потому что весело. И пусть иногда тебе и волнительно, конечно, но это все захватывающе, и потом ты вспоминаешь это с улыбкой. Ну и третье, это, конечно же, общение. Я знакомлюсь с многими детьми, и очень классно, когда и международные конкурсы проходят. К примеру, как «Славянский базар» был, я познакомилась с многими ребятами. Это было из Мальты, Боснии и Герцеговины, Италии, и мы с ними очень сдружились и переписываемся до сих пор. Одна мечта уже сбылась. Я спела «Зазывание», и не раз. Это было на «Пламени мира». У нас был тогда дуэт. И еще это было на тысячелетие Бреста. Мы тогда пели песню «Ярмарка», веселая. Вот. И мы так сдружились, и оказывается, у нас даже и день рождения в один день. Это какое-то совпадение, но мощное. Это такая честь для меня, то, что меня пригласили выступать на таком масштабном мероприятии. И я считаю, что это очень правильно, потому что это и огромная моральная поддержка врачам, и, как говорят, песни лечат тоже. Вот. Со второго онлайн-марафона начали присоединяться не только белорусские звезды, но еще и международные, там как Олег Газманов, Петр Ефимов, Bad Boys Blue. Там очень-очень много, разное количество. Они присылали свои видео с поддержкой. И это очень правильная идея и гениальная. Распевка – это очень важная часть от занятия. Но когда, с Татьяной Александровной Трухан мы занимаемся, и когда у нас, к примеру, на носу выступление, и надо какую-то определенную песню, мы больше уделяем внимание песне, а не распевкам. Ну, как бы распелись обычно, а есть у нас занятия, когда мы конкретно вот уделяем все внимание вот распевкам, дыханию, и получается, я там и дышу, и на стуле лежу, и в планке распеваюсь, и прыгаю, скороговорки, там все. И это очень и весело, и полезно. Еще если тяжело, чуть-чуть наклоняйся. У меня есть, собственно, уже немного репертуар. И первая песня, написанная, это была «Мне грай». Автор Анастасия Марчук. Это песня специально готовилась для Славянского базара, где мы ее и представили, с которой мы и победили. Вот. Затем это была песня «Better World», вот с которой я как раз выступала на национальном отборе. Также есть очень душевная песня, это «Семейное кино». И первый раз, когда я ее услышала, у меня аж слезы уже наворачивались. И все, когда слушают эту песню, говорят, что «О, Ксюша, я чуть не заплакала». Ну, вот. И также есть еще забавная песня, задорная, как я люблю. Это песня «Парасоны», автор Леонид Ширин, а слова Наталья Тамбовцева. Вот. На ней как раз можно потанцевать, порезвиться, и классно. Конечно же, я хочу связать свою жизнь с творчеством,
и хочу петь. И я считаю, что это дело у меня в принципе получается. И оно мне очень нравится, и надо как раз заниматься тем, что у тебя получается, нравится. Да, я хочу связать свою жизнь с этим. Настоящий артист – это человек, который трудится, несмотря ни на что, и который должен влюбить в себя зрителя. Потому что это, я скажу, непросто привязать его внимание к себе. И это очень важно. Настоящий артист должен исполнять, как считаю, в большинстве случаев свой репертуар. И это человек, да, который дарит планете новые песни и радость.